Привет, друзья! Сегодня я хочу рассказать вам, как дальше нам настраивать рекламу в других целях. Мы с вами уже посмотрели цель рекламы, которая называется трафик, когда мы ведем людей на определенную ссылку. Сегодня мы с вами посмотрим другие цели. Заходим в ADS Manager, заходите в свой аккаунт, где вы будете делать рекламу. Я зайду в этот, в котором мы уже с вами делали что-то. Вот здесь заходите в ADS Manager. Именно в табличный вид вот такой. Нажимаем «Создать». И у нас вот есть первая цель – это узнаваемость. Трафик мы уже с вами сделали. Есть потом вовлеченность, есть лиды. Давайте мы сейчас с вами пробежимся по узнаваемости. Мы здесь также напишем в компании узнаваемость тест. Больше ничего здесь менять не нужно. Заходим в группу объявлений, вот отсюда. Максимальный рекламный охват. Самая главная цель в узнаваемости – это охват. Если в трафике вы там на $1, например, вас увидит 1500-1800 человек, то в узнаваемости за $1 вас увидит, например, 11 тысяч человек, да, или 10 тысяч человек, то есть в 5 раз больше людей. Но, соответственно, эти люди могут быть не вашей совсем аудитории, но здесь важно тоже крутить такую рекламу на какой-то минимальный бюджет для того, чтобы люди вас знали, понимаете? Поэтому мы здесь оставляем максимальный рекламный охват. Конечно, вы можете здесь еще посмотреть, что вам интересно, но мы всегда оставляем вот это. Выбираем нашу страницу. Я также возьму таргет. Не будем ничего менять. Проходим дальше. Ставим бюджет. У нас здесь стоит, видите, $5. Поставим $1. И у нас охват, видите, от 2000 до 6000. Хотя в трафике, когда мы ставим ссылку, вот этот охват был меньше. То есть там было от 800 до 1800, примерно вот так. Дальше. Меняем дату, если нужно. Ну, можно не менять. Дальше идем. Месторасположение. Смотрите, если у вас бизнес, который, в принципе, можно и онлайн, вы, например, что-то продаете, товар какой-то, вы можете даже его в другие государства отправлять, тогда вы ставите здесь максимально, что возможно, да, вы можете даже поставить здесь несколько стран. Я примерно буду думать, что мне нужны подписчики, мне нужно, чтобы просто обо мне знали, как о каком-то бизнесмене, поэтому я выберу Казахстан. Если вы хотите еще дополнительно что-то добавить, да, вы просто нажимаете «Редактировать», выбираете еще дополнительно, ну, например, Киргизия, мы можем еще туда. И у нас сразу увеличиваются охваты, у нас увеличивается размер аудитории. Пока уберу, но вообще вы можете вот так брать бесконечное количество мест, куда вы можете таргетироваться. Дальше. Рекомендации по аудитории. Вот здесь, в принципе, так как мы здесь таргетируемся на всех, вы можете здесь не выбирать именно пользовательскую аудиторию, да. Ну или можете также, как в трафике, там хотя бы 22-59, редактировать. Тоже можно что-то вот такого формата. У нас же там салон красоты, да, примерно был. Например, красота. Вот так вот выбрать что-то конкретно. Можно вообще без детального таргетинга. Именно в узнаваемости можно не выбирать. Места размещения мы здесь тоже сделаем редактировать. И, конечно же, мы, как в трафике, оставляем Facebook и Instagram. Я всегда их оставляю. Видеоленты я уберу. Marketplace я тоже уберу. Оставляю лента Facebook, лента Instagram, интересная в Instagram. В истории Facebook Reels и Instagram я оставляю, и Reels тоже оставляю. Вот эти мне не нужны, я их обычно убираю. Смотрим. 9 миллионов, 10 миллионов аудитория, охват 4800. Все, мне этого достаточно. Я просто здесь могу написать все KZ 22 плюс. Все, примерно вот так называю группу объявления. Перехожу в объявления. В объявлениях также я просто ставлю AD1.
У меня здесь страница показана автоматически, Инстаграм тоже показан. И можно также здесь использовать существующую публикацию, либо создать рекламу. Если вы создаете рекламу, вы выбираете одно изображение или видео, вот эта галочка может оставаться, в принципе, вы здесь просто будете показываться с несколькими другими рекламодателями в одном блоке, это не страшно. Вы, наверное, видели, где вот на главной странице Инстаграм, там рекламные такие блоки в 4 штучки показанные. Вот как раз вот так вы можете показываться. Как в трафике, да, мы выбираем креатив, например, изображение какое-то, основной текст, пишем, примерно что-то напишу такое, нажимаю «Далее», выбираю какой-либо пост, либо готовый креатив. Ну, давайте вот этот выберем. Проверяем, как оно будет в ленте, как у нас в историях оно будет отражаться. Нажимаем «Готово». Если нужно, добавляем музыку. Здесь есть такое вот тоже. И все. Мы с вами сделали первое объявление. Если я его продублирую, я могу поменять и сделать его уже с использованием какого-то там креатива с моего Инстаграма, да, то есть ниже проходим. Здесь уже не создать рекламу, а использовать существующую рекламу выбираю публикацию, перехожу в Инстаграм, выбираю пост. Так как у меня здесь пост такой в виде Reels, у меня сразу вот здесь, видите, вот какое-то вот предупреждение, что, скорее всего, этот Reels не подходит для ленты. Если этот Reels вам не подходит, также заходите в свой Инстаграм и выбираете. Вот здесь уже сразу с текстом он. Здесь можно также выбирать либо подробнее, отправить сообщение в Инстаграм. Можно выбрать любую. Давайте попробуем отправить сообщение в Инстаграм. У нас вышла вот эта переписка. В директ в Инстаграм вас отправят сразу. Вы можете ее редактировать. И здесь вопросы, да, здравствуйте, чем мы можем помочь, там, расскажите подробнее о вашей компании. Вы можете здесь все менять по своему усмотрению. Вы можете писать то, что вам нужно. Сейчас выберем другую, посмотрим, что у нас, например, сообщение в WhatsApp. То же самое у нас выходит вот это сообщение. Дальше, если мы возьмем просто подробнее или что-то вот такого формата, людей будет отправлять на WhatsApp. Или можно не добавлять кнопку, да, то есть без кнопки он просто будет подробнее, и люди будут переходить на ваш Инстаграм. Вот так тоже можно делать. URL, лучше URL Инстаграма. Если вы не знаете, как ставить сюда URL WhatsApp, давайте покажу. URL WhatsApp ставится вот так. va.me/ и дальше ваш телефон. Вот так ставится ваш URL WhatsApp. Надеюсь, будет вам полезно. Я всегда советую, если вам нужно набрать подписчиков, если ваша цель набрать как можно больше подписчиков, запускайте и трафик, и узнаваемость, и вовлеченность. Это очень хорошо работает. Вот такой вам мой совет. Все, благодарю за внимание.